Мен де русша сөйлеймін сізге. Яқшы. Ғафу етіңіз. Рус ауылында ішледім, рус ауылында тұрам. Әдәби тілде шықпас сөйлегенім. Әдәби булмаган телдә дә ярый безгә, татарча сөйләгез. Мен Салиев Равил Зөфәрович 27 ел bu авылда мәктәп директоры булып эшләдем. Хәзер инде бер 7 еллар инде лайыклы ялда. Мой отец Зуфар Салиев, он родом из села Старый Керемет Аксубайского района. Это малая родина Хасана Туфана. Почти наш домики были соседи, они были. Ну, Хасан Туфан уже 14 лет, это в 1901 году уехал. Это на Урал, в поисках, как говорится, счастья, работал на шахтах, копьях, угольных. И сразу уже в голову меня полезло, если я уже начал об отце говорить. Хасан Туфан, он в течение 54 лет не приезжал на малую родину, ни разу не был. Как уехал из Старой Керемети, так и ни разу не был. В 1971 году, не ошибаюсь, наверное, отец впервые его уговорил приехать в Старую Керемет, свою малую родину. Хасан Туфан, по словам отца, отец уже у меня покойный, в 1997 году, это ему было 96 лет, в 1997 году он уже умер, это умер в 2020 году, умер. Он уговорил Туфана приехать на родину и привез его, это везде документально записано, об этом писали, и Батулла у него интервью взял об этом. Вся биография Хасана Туфана, это не, скажете, он преувеличивает, это все со слов моего отца. И Набира Имаддинова, лауреат Тукаевской премии, тоже Дарвиш Хватиряляре это писала, как отец привез Хасана Туфана на малую родину впервые. Почему он как бы избегал приехать в малую родину? Версий здесь много. Но по словам отца, что когда Хасана Туфана арестовали, то из органы попросили из Старой Керемети характеристику на Хасана Туфана. Характеристику, по словам отца, подписали 3 человека. Это парторг, это председатель сельского совета и, сейчас скажу, предколхоза. 3, могу чуть-чуть ошибиться, предколхоза, предсельсовета, парторг подписали. И он как бы был обижен на жителей села, что ему дали такую характеристику, что он враг народа, что он из хазрят населенным, из мул происходит. Он так как бы в сердце своем, может быть, затаил обиду. И он 3 раза был, после этого 2 раза еще был в Старой Керемети. У меня имеется и фотография отца с Хасаном Туфаном. Когда приехали в село Старый Керемет. Отец очень дружил с Хасаном Туфаном. Даже мой брат, даже сестра ночевали у них. Это на улице Маяковского, по-моему, его дом в Казани был. Я сам там ни разу не был. И, к слову, тоже скажу, Хасана Туфана я очень хотел видеть, потому что мой сосед Хасан Туфан. Но я его никак не мог увидеть. Не мог. И когда я получил диплом, это было в 1975 году, да, диплом в Казанском педагогическом институте, получил диплом, обрадовался я и поехал
вокзал железнодорожный, купить билет домой. А мы тогда жили не в Старой Керемете уже, а в Черемшанском районе. Мой отец работал директором школы. Я купил билет в вокзале, и время у меня осталось до поезда очень много. Я пошел, это Межлаук улица, там колхозный рынок, это колхозный рынок и сейчас там этот находится. И я что-то там покупал, гостиницы для дома, и вижу человека, похожего, портрет Хасана Туфана, ну, как-то белокурый Хасан Туфан. Я его сразу по портрету только узнал, а его портрет, когда я учился в институте, когда жил я в общежитии, это товарищеские два общежития, там жили географы, там жили спортфак жили. Вот. У меня портрет висел прямо в комнате. Я все время гордился. Портрет Хасана Туфана, и поэтому я его сразу знал. Между прочим, этот портрет, как учеба заканчивалась, я все время его забирал и увозил домой, чтобы не пропала она, этот портрет. Я увидел Хасана Туфана, и женщина, а он покупал, точно помню, урюк. Женщина, он смотрел, ну, урюк покупал, вот, ему предлагали урюк, я слышу, женщины между собой разговаривают, что это Хасан Туфан, наш знаменитый поэт, вот. А кто-то к нему подошел и говорит: Хасан ага, давай быстрее ты, шевелись, мы торопимся, вот. И за это время я туда-сюда, может быть, повернулся, и Хасан Туфана уже нету. Я вышел из рынка, крытого рынка, и смотрю, Хасан Туфан идет в сторону это Баумана. Там как раз здание, серое здание, это, ну, сейчас там только внизу книги продают, я не знаю, дом печати. Он дом печати. Я уж сразу догадался, куда он идет, дом печати. Я за ним иду. У меня просто смелости не хватило подойти и сказать: Хасан Туфан, Хасан ага, я ваш родной, как бы из вашего села. Мы же когда-то, мои деды жили, отец жили рядом. Вот. С отцом у них возраст, разница очень большая тоже, но они, вот отец был таким человеком, вот, общительным тоже, вот, и они подружились. То, что он подарил. Сейчас я к этому. А Хасан Туфану он подарил подушку, что он приехал, пуховую подушку, вот, подушку подарил. Об этом стихотворение есть Рашида Ахмеджанова, это знаменитый, вот, об отце, что он, отец даже похож на Хасана Туфана, что отец мой подарил вот эту подушку, вот, Хасану Туфану. И что я хочу сказать, ну, мой отец еще на всю республику известен тем, что он Ельцину подарил тюбетейку. Это случилось, по-моему, не ошибиться бы меня, в 91 году. Это когда он приехал в Казань, в нашу республику. В Казанском университете он его подарил. Там почему-то собрались, вот, и тюбетейку он ему подарил. Вот. А очень много баек про эту тюбетейку. То только, ну, ленивый писатель только не писал о том, что мой отец Ельцину подарил тюбетейку. Вот. И впервые, по-моему, написала Венера Якупова, это сейчас главный редактор. Кире сұраған мына турында. Кире сұраған. Так. Венера Якупова написала: отец подарил тюбетейку, чтобы Ельцину как бы раздобрить, чтобы он дал больше суверенитета Республике Татарстан. Но потом он убедился, отец, что суверенитета Ельцин дал не так много, и
Его отца уговорили написать газету «Правда». Это письмо с требованием, чтобы он вернул тюбетейку. Отец написал это, сказал, что Ельцин, ты нам не дал суверенитета, сколько мы просили, а поэтому ты недостоин носить такой дорогой подарок, вот, тюбетейку татарскую, тюбетейку. Вот, отец эту тюбетейку, по словам моих сестрей, вот, привез это дорогой подарок был, из Узбекистана, вот. Там татары тоже живут же, в Узбекистане очень много. И эту тюбетейку он, оказывается, купил за большие деньги, так считают уже, вот, и подарил Ельцину. Вернул? Ну, По байкам. отцу, надо сказать, никто не вернул. Разве то, что взяли у нас, а вот шапка, казанская шапка находится в Москве, его ведь тоже не возвращают. А тюбетейку уж тем более не Siz вернут. aytasiz nendaydir bayka бар деп. Есть, ну, всякая байка, это история с тюбетейкой, реальная история с тюбетейкой. Ну, превратили уж в последнее время в байку, вот, байки. Нендей sizga самолеттан ыргытып калдырган деп. Ну, вот вроде бы говорят, что Ельцин эту тюбетейку, когда летал уже из Казани, улетал из Казани в Москву, он его вроде бы выбросил, говорят, из самолета даже, открыв иллюминатор, или, ну, вот такие байки существуют. А siz aytasiz уговорили аны язарга дейсиз. А ким уговорил? Вот это не секрет, его уговорили, фамилии есть. Это в Әйтмисезме? печати, я не скажу, но есть это в печати, есть кто его уговорил. Это он написал, это было о том, что он написал, это было напечатано в газете «Социалистик Татарстан». Могу ошибиться, может, Ватаном Татарстан. Скорее всего, «Социалистик Татарстан». Эта газета у меня имеется. Siz татарча бик матур сөйләшәсез, ничек сөйләмисез татарча? Мен татарча оқымадым бір класста, гел русча оқыдым, гел Әйбәт рус сөйлисез ауылында. бит. Татарча сөйлегенде мен жақсы сөйлеймін де, вот келіп шықмай, мен келерәңген теге мектепте рус мектебі, татар мектебі теге Муш ауылында эшләдем, гел рус ауылларында эшләдем. Балалар татарча беләмесең? Балалар, вот мында без укыттык татарча, ул вакытта татар теле керә иде, атнага 5-6 дәрес керә иде. Рус балалары да татарча яхшы белә иделәр. Мин беләм шундый татар балаларын татардан да яхшы белүчеләр. Вот минем каршыда гына тора, ул укучы тора иде, хәзер инде ул зур бухгалтер булып эшли, чип-чиста татарча сөйли. Сезнекеләр? Минем кызым, хәзер малаем кызымның бер малае, аның исеме Дамир, Казанда торалар инде алар, Казанда татар мәктәбендә укый. Әнисе аны только татарча өйрәтте, татарча сөйләргә өйрәтте. И интересно шусы, чип-чиста татарча сөйли торган бала татар мәктәбенә барып, русча сөйләшеп йөри хәзер. Ләм бер сүздә татарча сөйләми. Вот шундый историялар. Ничәнче мәктәпсең? Әйтмим мен. Аларга укырга кирәк анда. Менә сез бит инде шундый мәшһүр кешенең улы Түбәтәй бүләк иткән Ельцинга. Түбәтәй хәзер сезгә кызганыч түгелме соң? Кызганыч дип әйтәлмим инде. Кирәккәндер инде әтигә бүләк итәргә. Әти надеяться иткән, что Ельцин халыкта бит шундый өмет бар иде бездә, что без ирек алабыз, но ул ирекне без алып бетерә алмадык. Вот. Үзегез беләсез инде, Шахрай килгән иде бит инде. Емельян Пугачевның клеткасын кулына тотып, безнең президентыбызны, Шаймиевны шул клеткага утыртып алып китергә, Казаннан Мәскәүгә судить итәргә. Но халык безнең президентыбызны ул вакытта яклап калды, бирмәде. И Шахрай, Сергей Шахрай ул клетканы үз урынына кайтарып, буш клетканы куйды. Ул, по-моему, Казан
не Мәскәүнең государственный музейында, не историка музейында индедер дип торам мин. Ә сезнең әтиегез ул очрашуга ничек эләккән соң, кем буларак? Әти милли хәрәкәттә бик актив катнаша иде ул вакытта. Аны мин әйтәлмим инде хәзер. Вот, дөрес сөйләмәү тоже дөрес булмас инде, белмичә кем яшькәнен әйтәлмим. Ул анда бу, инде факт булган кеше бит инде, аны бөтенесе яздылар, ниттеләр. Мәгълүмат бар андый. Сезгә хәзер кызганыч түгелме соң шул түбәтәйне кайтарасы килмиме, бер җирдән эзләп табып? Аны табып буламы икән инде хәзер. Юк, ул байкадар инде, что ул Ельцин бергән дип инде, ул сына мин үзем дә ышанмыйм, ул кадр тора торгандыр инде ул түбәтәйгә. Вот мин үзем нидә булдым? Ельцин центрда, Свердловскида. Вот. И карап йөрдем, әтинең түбәтәйге бу Ельцин центрда куймаганнармы икән. Кызганычка каршы мин анда зак йөри алмадым. Без нигә Сибирьдән кайта идек инде, Томскидан кайта идек, по-моему, краеведлар. Вот, мин карап йөрдем дә, может, шундадыр дип, ой, күрмәдем анда.